Mēs esam priecīgi un gandarīti, ka no 1. augusta līdz 8. augustam Robežu novada pašvaldība uzņem Sadraudzības pilsētas no Ukrainas Bojarkas bērnu nometni, kur pie mums ciemojas 25 bērni ar 5 pieaugušajiem. Un mums ir ļoti tāda dinamiska un saspringta dienas norises un režīms, un bērni gan izklaidējas, gan iepazīst Latviju, gan mums ir sarunu vakari, gan arī sadraudzības vakari arī ar mūsu iedzīvotājiem un bērniem. Ir dažādi sporta un kultūras aktivitātes. Tiešām ceram, ka bērni šeit atpūtīsies, un arī ļoti svarīgi viņiem šobrīd ir šis psiholoģiskais miers un atpūta no šiem kara draudiem. Я откровенно вам скажу, мы только приехали автобусом, вот дети вышли, и они чувствуют себя, ну, можно сказать, как дома, да, ну, в связи с тем, что у нас война, здесь намного безопаснее, и у них эмоции, ну, просто зашкаливают, вы же сами видите. Нужны лагеря, и я бы вам сказала, знаете, как бы еще было бы классно, если бы они совместно вот с детками вашего муниципалитета, чтобы они обменивались и опытом, и знаниями, и языком, это, ну, это прикольно. Ровно 28 часов. Границу мы пришли, ну, за 1:40 очень быстро, ну, автобусом тяжело, но оно того стоит. У нас было несколько предложений для того, и мы дали возможность официально на сайте своего муниципалитета, разместили, ну, как приглашение, количество деток и желающие определенного статуса. Это, ну, должны, ну, это только дети военных, да, защитников нашей страны Украины и те, у кого родители в статусе либо мертвые в связи с войной, либо без вести пропавшие. И дети самостоятельно выбирали, куда они хотят. Эти дети самостоятельно выбрали, куда они хотят ехать. В первую очередь новые знакомства, новые эмоции, время без тревог и без... чтобы это было безопасно. И я думаю, что и мы, и дети, привезем домой новых друзей и новые впечатления. 5. augustā pie mums viesojas Bojarkas mērs Oleksandrs Zarubins, un ļoti interesanta tikšanās, kur viņš pastāstīja par pilsētas aktualitātēm, par to, kā šobrīd norisinās kara darbība Ukrainā, kādas ir tieši Bojarkas gan uzdevumi, kas jāveic, gan ikdienas dzīve, gan vajadzības. Tāpat arī Bojarkas mērs mums pateicās par palīdzību un par ziedojumiem, ko mēs kā iedzīvotāji gan ziedojam, gan uzņēmēji, gan arī pašvaldība. Un ļoti ceram, ka šī sadraudzība mums turpināsies jau ļoti ātri miera laikos, jo karš drīz beigsies. Я Зарубин Александр, я мэр города Боярки. Наш город – это 60 тысяч жителей. Мы находимся в 20 километрах от Киева и являемся городом-братом, побратимом вашего прекрасного муниципалитета. И мы тут, чтобы поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы нам уже 2-й год помогаете, принимаете наших детей, передаете технику. Спасибо огромное за ту поддержку каждому вашему жителю. Спасибо огромное каждому жителю вашей страны за поддержку Украины, потому что именно из-за этого мы еще можем бороться. Именно из-за этого наши дети живы, наши женщины работают, наши мужчины воюют. И наша Украина победит, это безусловно. С вашей помощью, конечно же. Спасибо огромное. Bojarkas mēra vizītes laikā tika apmeklēta arī Getliņa eko, kur valdes priekšsēdētājs Imants Tirāns iepazīstināja ar visiem Getliņa eko gan izaicinājumiem, gan sasniegumiem, gan projektiem. Īpaši viesus interesēja šī bioloģijas
pārstrāde un arī siltumnīcas, gan tomātu, gan gurķu, kā šo siltumu izmanto Getlink Eko, kā arī daudz bija jautājumu par iedzīvotāju šķirošanas paradumiem un arī uzņēmējiem un šķirošanas rūpnīcu. Tā kā ļoti ceram, ka arī ieguva savam tālākam darbam daudz информации и pieredzes. Раньше бы я сказал бы другие слова, но сейчас, так как мы видим это со своей стороны, эту тяжелую войну, единственное пожелание может... Оно будет и для нас, и для вас, и для сотрудничества, чтобы как можно скорее закончилась война. И поверьте, она закончится, но при этом нужно готовиться к следующей. Есть такие золотые слова: хочешь мира, готовься к войне. И это важно для каждой европейской страны. Мы это почувствовали на себе. Чем ты сильнее, тем меньше кому-то мыслей таких придет, чтобы на кого-то нападать. Поэтому надо быть всем сильнее, всем готовиться, и тогда мы все будем жить в мире. Ну и, конечно, мира каждому из нас, чтобы война эта закончилась. Šodien arī ļoti skaistu koncertu mums Ukrainas bērnu nometnes bērni bija sagatavojuši Ulbraks Pērlē ar dziesmām, ar ukraiņu tautas dziesmām, ar dejām un arī ar dziesmām latviešu valodā un ar dzeju. Un īpaši mūs aizkustināja šī lūkšana, kur Ukrainas bērni lūdza arī Dieva palīdzību un Dieva aizsardzību, lai būtu mierīgas debesis un brīva Ukrainas zeme un tauta. Paldies bērniem par šo tiešām burvīgo emocionālo mirkli un ļoti ceru, ka mūsu sadraudzība turpināsies.